Ну что, соскучились? В эфире Шаян Шортс! Привет! А в глазах сердечки, косички и колечки, а в руках ромашка, девочка-милашка. Начинаем наш выпуск с лидеров хит-парадов. В Казань приезжала группа без игрушек. И хит «Сердечки» набрал уже более 100 миллионов просмотров в социальных сетях. С ними встретилась наша Самина. Привет, друзья! В эфире «Трасс репортаж». Сегодня я встречаюсь с авторами музыкальных и развлекательных шоу. У них больше 100 миллионов прослушиваний в соцсетях. Номинанты премии «Самая лучшая музыкальная группа». Постоянные лидеры хит-парадов на детском радио. Кто же это? Группа без игрушек и его солист Кира, Аня и Ксюша. Пойдем знакомиться! На репите, громкость выше поднимите. Девочки, привет! Как настрой? Волнуетесь? Не очень. Я не волнуюсь, потому что мы очень часто выступаем, и нам это очень нравится. А может, у вас есть какие-то ритуалы перед выступлениями? Да, у нас есть ритуал перед выступлением. Мы так делаем круг и говорим раз, два, три, без игрушек. И у нас всегда получается удачно выступить. Класс. А почему ваша группа называется «Без игрушек»? Вы что, не любите играть в игрушки? У нас, конечно, игрушки есть, но вообще это больше означает, что у нас нет времени на игрушки. Мы выступаем, и еще в нашей первой песне есть строчка «Все серьезно». Без игрушек. Серьезно. Без игрушек. Я знаю, что вы снимались в сериале «Универ» 13 лет спустя. Расскажите, что вы там делали? Мы там играли роль самих себя и просто выступали с нашими песнями. Что сложнее, выступать, сниматься в собственных шоу или ездить на гастроли? Наверное, сложнее всего ездить на гастроли. С концертами вы побывали в разных городах. Какой выезд запомнился больше всего? Наверное, это был Абу-Даби. Это мы выступали за границей, было очень классно. Есть ли у вас музыкальные кумиры, на которых вы ориентируетесь? Егор Крид. Анна Пересилова. Наверное, это Ваня Бутенко. Я слышала, что у вас есть собственное шоу, и вы там используете нейросеть. Можете поподробнее рассказать, пожалуйста? Мы переделываем, мы закидываем в нейросеть жанр и текст нашей песни. И он ее поет, нашу песню, в каком-то другом А сколько вы игр сыграли в своем шоу «Игры без игрушек»? Мы сыграли более 90 игр, и ни одна из них не повторяется. А в глазах сердечки, косички и колечки. Девчонки сегодня зажгли. Жду с нетерпением их новые песни. С вами была Самина. Пока-пока! Камаловский театр порадовал детей премьерой. Шурале, не ждали? О новых приключениях хозяина леса расскажет Сылу Шарапова. Какая ваша первая ассоциация с Шурале? Темный лес, длинные пальцы. Но все меняется. Новое время, новый Шурале. Теперь он уже не пугает людей, а сам на всех обиделся и сбежал от мира. В театре «Камал» готовят продолжение этой истории в духе фэнтези. Шурале не ждали? Каждому зрителю, который любит Тука и татарские сказки, как я, интересно, что же случилось с Шурале после. В одноименном произведении все так резко обрывается, согласитесь. Но это спектакль не просто продолжение. Это целая гора смыслов. И каждый там найдет что-то свое, даже взрослые. Драгоценная мысль в этом спектакле – не потерять себя, то есть надо вставать и идти дальше. Шурале разочаровался в людях, но надежду не потерял. В нем все еще остались хорошие качества. Әлбәттә инде бу балалар өчен кызык булыр дип ышанам, чөнки монда әйбәт команда җыелды. Һәм инде менә алык драматургтан алып, композитор, балетмейстер, режиссерлар, һәм инде әлбәттә артистлар. Яркие костюмы, атмосферные декорации, несомненно реалистичная игра актеров погружает тебя в этот сказочный мир. Мир, где хотя бы понятно, что хорошо и что плохо.
Так что этот спектакль не про геройские поступки, а про то, как найти свое место в жизни. А все это вместе – игра крутых актеров, экшен-сиквел и небанальный сюжет. Интересно? Приходи посмотреть! Напугала ты так, что ты кричишь? Эмоции переполняют, ведь во время каникул я побывала в новом музейно-образовательном центре Елабуги. Как называется? Эврика, говорю же! А внутри просто сказка! Привет, друзья! Сегодня мы находимся в детском музейно-образовательном центре «Эврика», где учеба превращается в настоящее приключение. Здесь дети не только узнают новое, но и классно проводят время с друзьями. Первый модуль – территория открытий. Здесь дети могут узнать о том, как появилась жизнь на Земле, а также о великих исследователях. Смотрите, как ребята внимательно слушают. Это не просто уроки, а настоящее приключение в мир знаний. Здесь у нас представлено радиопутешествие, и мы с вами можем посмотреть, например, послушать радио в Китае. А вот мы в мире сказок, где волшебство превращается в настоящую реальность. Здесь дети могут поучаствовать в театрализованных постановках, а также в интересных квестах. Мне понравилось то, что сегодня мы играли в игры. Я первый раз в музей сейчас приехала, и мне очень понравилось тут. Мне здесь понравилось, и я хочу еще сюда прийти. Мы в мире знаний. Здесь интерактивные классы показывают, как с 19 века по наши дни менялось образование. Этот зал у нас посвящен исламскому духовному образованию, класс медресе. Мальчики и девочки обучались раздельно. Мальчиков обучал священнослужитель мечети мулла, а девочек обучала его жена. Ее называли Абыстай. А это чудесная книга времени. Она покажет вам, как красиво писали ученики старинной школы-гимназии. Ну и, наконец, мы в мире технологий. Будущее уже здесь. Здесь каждый найдет что-то интересное для себя и сможет весело провести время. Ставим лайк Эврике. Из музея направляемся в реку Замбези. Смотрим самый мимишный репортаж этого выпуска. Мы в Казанском зоопарке и приветствуем вас, наших друзей, вместе с самым большим его обитателем – азиатским слоном. Салям, Филь. Наш Филимон еще малыш, ему всего лишь 8 лет. Если даже мне на 9. Вес этого великана более 5 тонн. Это же как почти 4 машины. Чтобы прокормить этого великана, в сутки нужно целых 200 килограмм еды. Это же целая гора фруктов и овощей. А вы знаете, как отличаются азиатские слоны от африканских? Формами ушей. Говорят, что уши африканского слона похожи на саму Африку. Оказывается, в зоопарках еще и тренируют. Это называется ветеринарный тренинг. То есть во время тренинга мы можем осмотреть любую его ногу, например. Он дает нам ухо. На ушах тонкая кожа и крупные вены. И мы можем взять у него кровь на анализ. И можем сделать внутривенный укол. Также во время тренинга он открывает рот. Мы можем осмотреть, как у него меняются зубы. То есть и ротовую полость вообще. Он дает любой бивень, мы тоже можем их осмотреть. Ну, в общем, вот на это и нацелен тренинг. Во время тренировки нельзя беспокоить слона, поэтому только наблюдаем. Вот такой наш друг Филимон. Давайте беречь больших и добрых друзей. Вот такими новостями запомнилась уходящая неделя. Ну а мы прощаемся с вами до следующей пятницы. Лайки с вас, хорошее настроение с нас. Пишите, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить главное. Вы же знаете, где нас найти. Пока-пока!